По исследованиям Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России», посвященным туристической привлекательности регионов Российской Федерации, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов, по критерию «экологическое здоровье региона» на первом месте оказалась Ингушетия. Потенциал Ингушетии значителен в области развития туризма, благодаря живописному разнообразию природно-климатических условий нашего региона. На территории всесезонного курорта Арамхи на высоте около 1520 метров располагаются горнолыжные трассы курорта с разной степенью сложности, протяженностью 1200 метров. Служба эксплуатации курорта уже приступила к подготовке трасс к горнолыжному сезону. Благодаря установившимся минусовым температурам начала работать система искусственного оснежения, установленная на склонах курорта. Вчера мы начали, уже в тестовом режиме проводились оснежение, то есть проверили все оборудование. Сегодня вот в 7 часов вечера мы начинаем уже работу по оснежению. Вот в эту ночь мы планируем произвести где-то 3,5-4 тысячи кубов снега. Вот в эту ночь, потому что температура по прогнозам где-то будет от минус 7 до минус 9. Это хорошая температура. И думаю, если неделю простоит такая температура, мы оснежимся. 2/3 сделаем. В норме какая должна быть температура? Вообще, для того оборудования, которое у нас установлено, можно и минус 4 производить снег, но выход снега будет минимальный. Если за минус 10 мы из 1000 кубов можем там 4-5 тысяч кубов снега произвести, то если будет минус 4, это 1 к 2. То есть чем больше температура, тем больше выход снега. Все зависит от температуры воздуха, от ветра, от тумана. Вот если вчера был мороз и был туман, то весь этот мороз сошел на нет. И я бы не планировал бы никогда открытие горнолыжных сезонов. Его можно называть дату только тогда, когда у тебя 2/3 уже оснежено. В течение ноября проводились сезонные работы по приведению трасс в оптимальное состояние. Если не произойдет резкого потепления и отрицательные температуры продержатся еще достаточно долго, то это позволит провести непрерывную генерацию искусственного снега для создания достаточно плотной снежной подушки и открытию горнолыжной трассы курорта. С какого возраста дети могут кататься вот здесь, научиться и получить помощь инструктора? Вообще на лыжи становится с 4 лет. Проникается к этой культуре, это отдельная субкультура такая, горнолыжный спорт. Даже не сам спорт, как горнолыжный отдых. И вот уже с 4 лет уже они с каждым годом уже осознанно идут. И вот если сравнить даже этих детей, которые с 4 лет становятся на лыжи, у них уже совсем другие интересы. И вот эти группы, они ездят по всему миру, по горнолыжным курортам, знакомятся с людьми, там друг к другу в гости ездят. Это целая культура такая, целый пласт. Открытие горнолыжного сезона для любителей зимнего отдыха является целой традицией. Это и семейный отдых, и первое вставание на лыжи, а также насыщение горным воздухом. Я с Ярославля приехала и вот подругу привезла. Я с Пятигорска приехала. Как зовут вас? Алена. Фатима. Алена, вы впервые в Ингушетии? Нет, я сюда, наверное, регулярно езжу каждый год. Меня впервые сюда мои знакомые мне порекомендовали приехать пару лет назад. И я очень полюбила эти места, если честно. И вот стараюсь по возможности приезжать и раз подруге показываю местный колорит и красоты. Рассказала, как здесь хорошо, и тоже захотела приехать. И первые впечатления ваши? Очень красиво, очень красиво. Я пока еще не везде была, но то, что видела, мне очень понравилось. Здесь в Ингушетии, Алена, вам больше летний климат нравится или зимний? Вы знаете, прям такой снежный, я впервые его наблюдаю. Обычно я летом приезжала, либо осенью, весной, и была поражена. Я клянусь, я плакала, когда меня в Таргин впервые вообще привезли от гор. Настолько меня завораживало все.
А сейчас вот я привыкаю именно к зимнему варианту, но тоже очень красиво, мне нравится. Вот я жду, когда уже можно будет на лыжах покататься. Скоро будет открытие горнолыжного сезона. Планируете приехать сюда или на новогодние каникулы, или для того, чтобы покататься на лыжах? Нет, в любом случае, 100% я сюда приеду. Очень хочу родителей привезти, потому что здесь и воздух очень хороший, все-таки сосны. Плюсом здесь именно в Армхи у них и сауна, и массажи, то есть он же оздоровительный центр в любом случае считается, как бы и развеемся, погуляем и здоровье поправим. Да, я бы хотела на новогодние тоже каникулы приехать, чтобы покататься, потому что я не каталась еще на лыжах, хотелось бы попробовать. Вот. Что мне здесь понравилось, здесь кормят хорошо, то, что еда халяльная, очень понравилось. Приехала вообще как к себе домой, если честно. Все очень дружелюбные, приветливые. Меня всякими вкусняшками пытались накормить, угостить. То есть все обязательно говорили, приезжайте еще. То есть очень приятно, на самом деле, очень тепло и гостеприимно. То есть, наверное, не только сам пейзаж покоряет все-таки, но и люди, которые здесь живут. Пик сезона приходится на новогодние праздники. Гостей и туристов на этот раз ожидается больше, чем в прошлом году. Все номера гостиничного комплекса Арамхи уже забронированы. Для удобства отдыхающих на втором этаже открыт хостел. Если бюджет, которым вы располагаете, скромен, и снять номер в отеле для вас не по карману, лучшим выбором для вас станет хостел. К их услугам прибегают разные категории туристов. Одни из любопытства, другие в целях экономии, третьи уже знают, что многие из них не уступают отелю. По количеству туристов, по обслуживанию их мы как-то много что изменили. Изменили и в кухне, и в самом этом направлении. Здесь помимо того, что люди могут отдохнуть, они еще получали лечение кое-какое. У нас много было именно в сторону оздоровительного момента. Открыли массажный кабинет, спа-салон, хороший терапевт, физиотерапия, грязелечебницы, водные процедуры. Это все человек, приехавший сюда не только полюбоваться нашей природой, отведать нашу кавказскую кухню, именно нашу национальную ингушскую кухню, он еще получал еще и плюс к этому здоровье. В нашей республике проходил форум «Бизнес-женщины России». Это было 47 женщин, и все эти 47 женщин проживали у нас на нашем курорте, получили огромное удовольствие, очень много положительных отзывов, очень многие сейчас на Новый год возвращаются. То это было просто как мероприятие мы проводили, а это просто личное их желание вернуться, отдохнуть и побыть подольше у нас. Проводя мониторинг памятников археологии в Ингушетии, наверное, в этом году выявили немало новых маршрутов. Действительно интересно, вот такой маршрут можно проложить. Можно сделать такой круг храм Каба-Ерды, Барах, это не доходя до Бараха, там, можно так сказать, лесная чаша, сосновый бор пройти, родники по дороге встречаются, потом стелы это по правой стороне верха Бараха, то есть барельефными изображениями человеческими лицами. Дальше на Коле, с Коли Гирити, и можно спуститься на Таргим. То есть вот такой вот круг сделать, это как бы есть любители такого тоже туризма, наверное. Ну, вот примерно вот такой маршрут. И такие маршруты можно сказать, несколько вот таких маршрутов. Проводя мониторинг комплексов, мы встречали много интересных объектов тоже. Вот такого плана, например, в Керби и Мяши стелы с барельефными изображениями, изображения обезьяны в Мяши. Вот мы публиковали статьи эти в своих сайтах, в инстаграмах. Потом то же самое человеческое лицо, то есть это памятники языческого периода, духовной культуры тогдашних предков наших, которые тогда жили.
Проводилось дендрохронологическое исследование. О каких результатах этого исследования и других видов исследований мы можем говорить в конце 2017 года? Так как у нас есть большой проект по изучению объектов архитектурного наследия Горной Ингушетии, мы концентрировали свои усилия именно здесь, в Джарахском районе. Вот, и провели забор образцов с порядка 150 объектов. В общем, и наша цель уточнить, установить точные возрасты этих строений, точный возраст, точные датировки. И этот проект у нас осуществляется совместно с Институтом географии Российской академии наук. И благодаря этому тесному союзу научных сил Москвы и нашей республики мы продвинулись значительно. Установление точного возраста объектов – это интересно. И не только коллегам, археологам, ученым, но и туристам. Я это знаю точно, потому что им не интересны абстрактные какие-то датировки, которые допустим, можно встретить на некоторых информационных счетах, да, 14-18 век, башня такая. В этом плане мы даем дополнительную важную объемную информацию о том, что вот эта башня построена конкретно вот в этот период. Это может быть я не знаю, вторая половина вот Бялгани, да, датировка боевой башни Бялгани. Нашими исследованиями установлено, что этот объект построен во второй половине XIV века, самое начало 15-го, вот этим возрастом. Это самая старая боевая башня в Горной Ингушетии на данный момент. Это можно говорить совершенно точно. И думаю, туристу тоже будет интересно попасть именно на эту башню. А он может с гордостью говорить: вот у меня селфи на фоне самой ранней боевой башни. Да. И я подозреваю, что не только у нас, дополнительное исследование в соседних регионах все это еще и решит. Вот. Но еще что? Вот только в тандеме будет развиваться у нас и туризм, и привлечение отдыхающих на курортном отдыхе, и исследования, потому что вот точные исследования, точные данные для проведения уже по новым маршрутам, это и полезно и для вас. Это не только полезно, вот то, что сегодня людям интересно, сюда они едут, вот как сказал Умалат, за какими-то уникальными моментами. Очень много людей сейчас умных, продвинутых, которые постоянно общаются с интернетом. И вот когда вот такие вот моменты, одна из самых древнейших башен, или вот то, что он сказал, что изображение обезьян, это уникальные моменты. Конечно, за такими интересными вещами и люди, и туристы, это им очень интересно. И вот именно вот этот материал преподносить. Тем более он у нас есть. У нас очень много, говорят, неизведанного, очень много, говорят, еще не открытого. И именно наша Ингушетия вызывает высокий, большой интерес среди ученых. У меня вот тоже, значит, мой друг, очень близкий, Кружалин Виктор Иванович, вы знаете его, да? Вот он у меня приезжал со своей супругой, с Ларисой Сергеевной, приезжал, отдыхал, все. Он говорит: вы даже себе представить, говорит, не можете, насколько уникален наш край. Наша Ингушетия, наша именно Горная Ингушетия. Поэтому у нас есть что показать, у нас есть что исследовать, у нас это вот именно, вот как вы сказали, значит, в тандеме, вместе. Нам не надо развивать и курорт, и чтобы люди именно знали, зачем они едут. Это очень интересно. Сегодня много, конечно, мифов, много легенд вокруг. А когда достоверные факты и факты подтвержденные, это намного интереснее и намного значимее. Мое мнение. Я продолжу. Да, на самом деле, уникально вот это изображение. Вот когда мы открыли это изображение обезьяны на Тестеле, то мы сделали публикацию на сайте, на личных страничках в соцсетях. И сразу же уйма вопросов. Это где? Как? И не только с нашего региона, со всей практически России пишут люди. Где это? Как это? У нас такого нет. У нас такого нет. Я общался с коллегами, с археологами. И не только с археологами. Спрашивал: а у вас, в вашем регионе что-то подобное встречается? Нет у нас ничего подобного.
Поэтому и уже люди начали строить свои какие-то концепции. А что это? А может это изображение снежного человека? А может это изображение каких-то мифологических образов из сказок ингушей там, или там, и так далее, и так далее. Интерес То есть пробуждает. люди пробуждают. Многие даже не верили, кстати говоря. Не может такого быть. Самое интересное, он расположен в той зоне, где значительное число мусульманских кладбищ. Люди спрашивают, а какого времени, какая датировка? Это уникальная, я еще раз подчеркну, уникальная стела. Дело в том, что это не просто изображение, какое-то схематичное, примитивное изображение, реалистичное изображение обезьяны. Вот в чем дело. И люди уже гадают, а его, может быть, делали на месте, а может, его привезли там с какого-то далекого региона, а как его туда поставили? А зачем ставили, говорит, именно такую стелу с изображением обезьян? А может, там обезьянок захоронено и так далее. Но люди строят, людям это интересно. Это и специалистам интересно. Вот это был тот момент, когда мы ничего не могли сказать. Потому что это на самом деле уникально и оригинально. Второго такого нет. Вот. И еще одно подобное изображение в той же зоне. И вот Алихан отметил около Бараха тоже стела с изображением какого-то монгольского воина. Вот его лицо монголоидное совершенно точно. Вот. Это Барахи. Поэтому у нас еще много чего есть. Возьмем те же древние циклопические строения в Горной Ингушетии, около селения Карда, Шакле, Игикал, Хамхи и так далее, построенные, согласно ингушским мифам, записанные в начале 20 века, великанами Деви, огромными существами, огромными какими-то человекоподобными людьми. Они записаны этнографами у нас в Горной Ингушетии. То есть, якобы они могли только ворочать такие огромные глыбы. Действительно, эти строения возведены из огромных каменных глыб. Вот. Тут же расположены склепы, которые датируются вторым тысячелетием до новой эры. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас еще здесь, в Горной Ингушетии, 4000 лет назад люди знали технику кладки, люди знали технику строительства. То есть люди уже обрабатывали что? Камень и строили объекты, придавали правильную форму, это квадры, у которых четкие грани, и строили. То есть культура строительства у нас имеет глубокую местную традицию. И поэтому в этом вопросе, конечно, туристу тоже должно быть интересно. Ох, как интересно. Вот сейчас мы встанем именно на том месте, где, возможно, 4000 лет назад положили первый камень в этой зоне и так далее. Поэтому таких объектов много. И самое интересное, вот мы говорили о радиоуглеродном анализе. Вот мы получили на первые даты Путха-Берды, Алберды на основе изучения раствора. И там вылезают настолько древние даты, что может быть, что храм Алберды может быть даже древнее, чем Тха-Берды, и может быть древнейшим храмом России. Потому что несколько дат мы получили, указывающие на 8 век. Мы знаем, что Тха-Берды датируется 9 века, это считается одним из старейших храмов России. А наше исследование может нас подвести к тому, что, может быть, Алберды древнее всех. Не только нашей республики, но и во всей России. Да. Это возможно. Вот. Ну и есть ряд других объектов по соседству. Икчош можно посетить там за скалистым хребтом. Уникальные башни Мериджи, Сеча, Ахки, Мужган и так далее. То есть объектов огромное количество. Говоря об экологическом туризме, говоря об экологической Ингушетии, ведь по последним исследованиям, наш регион признан экологически чистым и для развития туризма, и для отдыха гостей. По поводу наших трав уникальных. В этом году у меня тоже гостили, значит, люди. Она сама очень такой сильнейший генетолог нашей России. Это Рима Моисеенко. Она была здесь, она проводила тоже кое-какие моменты такие оздоровительные с нашими женщинами, приезжали там полечиться, где-то кто-то похудеть. Но тем не менее, когда она 26 июня приезжала, когда она прошлась, просто так вышла утром, взяла свои эти скандинавские палки и пройтись пешочком. Когда она прошлась, где-то часа 2 погуляла по окрестностям нашего курорта, вернулась,
Поверьте, эта женщина проехала, она со всеми звездами России проехала весь мир. Она говорит, я уникальная, говорит, природа, говорит, и такого, говорит, огромного количества, говорит, полезных трав, говорит, я не видела. И ваши травы, говорит, они по-другому, говорит, цветут, говорит, они по-другому, говорит, у них, говорит, настолько, говорит, насыщенный, настолько, говорит, такая вот именно яркий окрас, и это, говорит, могло быть только от большого количества кислорода в нашем воздухе. Вот она знала название, она когда начала мне показывать, я, правда, кое-что знаю, ну, ромашку могу отличить там, алоэ, но, в общем, я сразу же говорю, что я не флорист и не травник. Она, когда стала рвать мне эти травы и показывать, знаете, она знала название почти всех трав, она говорит, у вас, говорит, аптека под ногами, говорит, вы ходите, говорит, по золоту. Вы, говорит, наступаете на уникальные говорит, травы. Говорит, какое, говорит, лечение, какое. Просто даже если вовремя, правильно собирать эти травы, говорит, вы можете лечить, говорит, не только свою, говорит, республику, но и Оли. И вот уже благодаря ей там потом кое-кого еще пригласила, мы стали собирать чаи. Она, значит, какой-то даже свой арамхинский, свой курортный чай с 5 этих я собрала. И многим нравится. Я уже и друзьям раздаю, и вас угощу этим чаем, нашим сбором. Это тоже можно назвать открытием 2017 года. Можно. Новый чай, Да. новый вид чая. Новый вид чая. Поэтому у нас и мед Возвращаясь такой вкусный, все- А да? мед это вообще Потому у нас что травы уникальный. Вкуснее такие. нашего меда быть не может. Много так интересного. То, что у нас на 2018 году запланированы объекты, тот же мониторинг мы продолжаем. Помимо того, что у нас на равнине находится 118 памятников археологических, на которых мы тоже круглый год проводим мониторинг. Плюс еще у нас и в горной части. То есть объекты, которые не входят даже в перечень объектов культурного наследия. Мы их как бы выявляем. Интересная беседа с генеральным директором курорта Аранхи и представителями археологического центра республики имени Евгения Крупнова дала понять, что только работа в тандеме и совместное обсуждение принципов работы позволит использовать весь потенциал региона для плодотворного развития туризма.